Чеченская республика в начале 2000-х годов. Израненная, истерзанная. Зачистки, обстрелы, похищение людей. В этом кошмаре народ пытается хоть как-то выжить, прокормить себя, своих детей, близких. Люди устали от разрухи, и у них почти не осталось веры в то, что еще что-то можно изменить. В такой обстановке только человек высшей степени мужественный мог взвалить на себя ответственность за перелом этой невыносимой ситуации. Чтобы прекратить все это, должны начать новый этап, который нас приведет к миру. Объединиться, подумать, что нам нужно принять Конституцию. Да, борца воевать. Идею разрешить политический кризис в республике через референдум и принятие Конституции первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров выдвинул в начале 2000-х годов. И с тех пор эту идею он активно отстаивал. خانده يوشوسا مدعتي هور جوش كي جا لبيا وش نعرف كجوا بقويات نعرف ما تبيدون سندير دونا ديش لوش للسويتش خارسون عمد عشاء وقولي حالة دير اختيش خلر شولخ شيق أم اختيش خلر حلقة دقنا عيشات وخاندون طبيعي وين يشنبو خلق وندون خلق أمبارح داخل ديز خلق أمبارح داخل لاشدو قايق لاشدو شيء كلتورة أبرز وعدين روح يعني حليب لاشدو يخارج من يقبل والشة اللي تولج ناس يوت أدقاوي اللي يختار إزدونا بدرتون ويرفع يدم هنا ويكونستيتوتي دون يتسوي دون خلق وشين رسي بشعر صداع ديز دون يهوت شيء لا أمبوزيتنا Все мы помним тяжелые, мрачные будни начала 2000-х годов, когда каждый день мы слышали о терактах, о зачистках. Вот здесь это случилось, то случилось. И вот люди жили в ожидании, вот когда же произойдет какое-то реальное событие, после которого действительно начнется возрождение Чечни, когда произойдет тот переломный момент. Через каждый километр блокпосты, весь город, вся республика в руинах, и не было ни одной ветви власти. Чтобы создать государство, нужно было провести конституцию. В этом отношении Далгештольцин Ахмад Хаджи говорил прекрасно. Мы должны иметь паспорт республики. Налаживалась жизнь на социальной сфере, значит, и в научной сфере. Вот это период, когда, значит, удавалось сделать очень многое, ведь вся республика и весь Грозный лежал в руинах, значит, продолжались в какой-то степени военные действия, значит, вот продолжалась борьба за прекращение военных действий. И вот в этих условиях нужно было создать какие-то юридические основы, значит, создать конституционные основы для функционирования Чеченской Республики.
Kamhallık diyesi hordan lüç boşna bu sayma hıllы. Доказ çok. Президент его, оперативный штаб, региональный штаб, Совет Безопасности. От генерал Итхадов беса дастся, а ханах тал цилошта бехар шей. Бахмошта бехар. Шаш мадай его ханах. Март 2003 года. Чечня в ожидании перемен. На руинах домов, автобусных остановках, столбах, всюду, где только можно, развешана наглядная агитация, призывающая людей отдать свой голос за мир и законность в Чечне. Помню, как на одном из бетонных блокпостов недалеко от Черноречья висел красный транспарант с надписью «Лучше хрупкая законность, чем грубое беззаконие». Я в это время имел непосредственное отношение к этому судьбоносному мероприятию. Я тогда занимал должность заместителя председателя Комитета правительства Чеченской Республики по возвращению беженцев или по делам беженцев. И одновременно я входил в состав или совет при главе республики по проведению этого референдума. Мне было поручено ответственное задание провести референдум на территории Ингушской республики. Большая часть жителей Чечни на тот период находилась за пределами республики. А для проведения такого важного голосования на высоком уровне и по всем нормам международного права необходимо было участие большинства населения. Ахмад Хаджи принял такое умное, мудрое решение, значит, провести референдум среди беженцев, где бы они ни находились. И на территории Дагестана, и на территории Грузии, Панкийское ущелье. Вы знаете, я хочу привести цифры. На тот момент за пределами республики примерно по учету Федеральной миграционной службы находилось около 300 тысяч человек. На территории одной Ингушетии более 200 тысяч. Все эти беженцы располагались в палаточных городках, там 6 было палаточных городков, в частном секторе находились и в местах компактного проживания. Если бы в 92-м, 3-м, 4-м году Захар Дудаев дал бы провести референдум, принять Конституцию, у нас не было Первой войны. Если бы в 97-м году Аслан дал бы провести референдум, у нас был бы документ, юридический документ перед всем миром. Ахмед Хаджи один раз при встрече, когда я очередной раз отчитывался о проводимой работе нами на территории Ингушетии, говорит, я хочу туда приехать. А я ему говорю, нельзя вам ехать туда. Там опасно. Там могут совершить теракт и так далее. И все-таки он туда приехал, поговорил с беженцем. После его приезда, после нашей кропотливой работы и после его приезда наступил перелом в сознании наших людей. И люди действительно подумали, все-таки надо проголосовать. Мы же голосуем за свое будущее, за будущее республик, за будущее наших детей подрастающего поколения. Ахмад Хаджи был известен как прирожденный дипломат, миротворец. Он всегда держался стойко, с достоинством, в любом споре мог отстоять свое мнение. Весь этот дипломатический потенциал, личные качества чеченского лидера сыграли решающую роль в объединении народа в преддверии референдума по принятию Конституции и законов о выборах президента и парламента Чеченской Республики. Был создан консультативный совет, куда вошли лучшие представители, авторитеты чеченского народа, которые тоже четко сказал Ахмад Хаджи Гатыров, да, мы готовы вас поддержать в том, что действительно народ хочет мира и хочет быть в составе действительно могучего, великого северного соседа, с которым мы были вместе многие десятки лет. Вот чувствуя эти настроения людей, несмотря на то, что и внутри республики многие были против референдума, ну, фактически война идет, как условия войны референдум провести, зная, что и на международной арене тоже ПАСЕ, ОБСЕ, что там были против, как это в условиях вот таких напряженных можно референдум проводить, народ не сможет свою волю высказать. Но благодаря тому, что он сумел убедить президента России Путина, Путин его решительно поддержал, вот чувствуя эти настроения, Ахмад Хаджи смело и пошел на референдум, будучи уверенным, что народ поддержит. Явка на референдуме 23 марта превзошла все ожидания. Люди толпами шли голосовать. Одна жительница Грозного, помню, рассказывала,
что рано утром в день референдума она испекла лепешки и по чеченскому обычаю раздала их соседям, чтобы Всевышний миловал от взрывов и других неприятностей в тот день. И только после этого она отправилась на избирательный участок. Людей — это последняя надежда. Последняя надежда, чтобы выжить. И они с этой надеждой пришли на эти выборы. И я говорил, и сейчас могу повторить, если эту надежду мы потеряем, то никогда мы больше к урнам этот народ не вытащим. Граждане, проживающие на территории Чеченской Республики, не имеет значения, какой бы национальности он не принадлежал, какой бы веру он не исповедовал, они должны быть защищены. Я помню тот день, это действительно для людей был светлый день. Каждый чувствовал свою причастность, что вот он делает историю. Я более получаса стоял в очереди. Огромное количество народа было. Это в здании детского садика в поселке Калина. Отстоял огромную очередь. Я проголосовал. И знаете, у всех людей было приподнятое настроение. Люди действительно чувствовали, что вот мы проголосуем, вот выскажем свое желание, примем Конституцию, действительно начнется новая страница нашей жизни. Это был действительно радостный и светлый день. И все люди понимали значение этого дня. Я прекрасно помню, как проходил референдум, потому что в это время, это было тяжелое время, я был в Шали, тогда не было ни света, ни газа, или если были, то были огромные перебои, и я как раз заканчивал роман «Учитель истории». Это у меня в романе написано, и вот в день референдума я написал, что война закончилась. Действительно закончилась война, и это был такой Рубикон, пройдя который мы пошли в светлое, счастливое будущее. Вон пограничная застава, рядом первое чеченское село. И там один и тот же транспарант. 23 марта 2003 года. Всенародный референдум. Что за референдум в неведении, Малхаз? О, от усталости ноет Безингер. Чечня принимает новую конституцию. Нам повезло, в эти дни бомбить не будут. Да, нам повезло, повторил Шамсадов. Как бы про себя. Конституция, цивилизация. И у меня, по-моему, этот роман «Учитель истории» – это единственный роман с счастливым концом. И он именно благодаря этому референдуму, он с таким вот прекрасным, счастливым концом, хэппи-эндом. Этот роман «Учитель истории» для меня очень трогательный. Он выбивается из череды моих романов. Он такой немного с фантазией, фантастический, но и исторический он. И вот в этом романе, отобразив вот этот день референдума и это событие, вот я запомнил на всю жизнь этот день. Голосование среди чеченцев, нашедших приют в соседней Ингушетии, проводилось прямо в палаточных городках. Там был очень высокий процент голосования. И, наконец-то, нам удалось выполнить задачу, поставленную перед нашей оперативной группой, главой республики Ахмадхаджи Кадыровым. И я это сейчас говорю с честью и достоинством, и с таким огромным удовольствием. И я рад, что я и мои коллеги приняли определенное участие в проведении референдума. После проведения референдума была принята Конституция, вы знаете, были проведены выборы, были созданы все ветви власти, но фундамент надежный был заложен именно в марте 2003 года после проведения референдума. Я подписал также сегодня указ, что 23 марта в республике это день Конституции нашей республики, и мы каждый год будем его отмечать. В тот день была принята Конституция, а позже проведены выборы президента и парламента. Все силы республики были направлены на дальнейшее укрепление социальной стабильности, гражданского мира и согласия. Люди наконец-то почувствовали первые прелести мирной жизни. Референдум 23 марта 2003 года и принятие Конституции – это переломный момент в новейшей истории чеченского народа. Мне бы хотелось, чтобы в Чеченской Республике, так же как и в других субъектах Российской Федерации, политическая жизнь приобретала цивилизованный характер, набирала силу, и чтобы все
основные политические силы страны были в Чечне представлены. Это было необходимо и для России, поскольку по всему миру, во многом из-за пропагандистской кампании ичкерийских идеологов, деятельность России в Чечне представлялась как своеобразная война против чеченского народа. И российскому правительству надо было доказать, что это не война против чеченского народа, что это война против терроризма, что чеченский народ хочет прекратить войну, что чеченский народ хочет быть в составе России, что чеченский народ голосует за мир и за ту власть, которая была в то время республики, и которую возглавлял Ахмад Хаджи Кадыров. Так вот, этот день, 23 марта, и определил, что чеченский народ твердо высказался за то, чтобы быть в составе России. Чеченский народ высказался за мир Чеченской республики и за то, чтобы отныне чеченский народ хочет быть в сообществе народов России, равной с ними, и хочет строить мирную жизнь. Вот это, безусловно, был переломный момент, с которого, собственно говоря, и началось возрождение чеченского народа и Чеченской республики. Если говорить о роли и значимости референдума, проведенного в 2003 году, то надо отметить сразу, что с момента распада СССР и образования так называемой независимости Чеченской республики с 1991 года все руководители народ мечтали провести этот референдум, но не смогли. Не смогли, не захотели, не сумели. И именно Ахмад Хаджи Кадыров это сумел сделать. Переломить ситуацию, провести референдум и узнать мнение народа. Это были самые, на мой взгляд, демократичные выборы, и выбор народа был. И этот референдум 2003 года, это начало новейшей истории Чеченской республики. Мы переломили ситуацию и стали жить, как положено жить всем нормальным цивилизованным людям, согласно мнению большинства. Этот референдум удалось провести только благодаря тому, что Ахмад Хаджи Кадыров сумел консолидировать вокруг себя всю элиту и всех людей, весь народ вокруг себя. Он сказал: дайте народу чеченскому самому высказаться. Этого до него никто не сделал. Вот в этом великий подвиг Ахмад Хаджи. Это великий подвиг. Он сумел добиться, чтобы каждый гражданин Чеченской республики мог свободно высказать свое мнение. Как дальше жить? По какому пути идти дальше? И с кем быть, а с кем не быть? Вот в этом подвиг, мужество и ум, и мышление Ахмад Хаджи Кадырова. Это был великий человек и великий мыслитель. Он философ был, он и поэт был, и он жил категориями духовности, нравственности и добра, и мира. Он этого хотел и этого добился. И мы благодарны ему, Ахмад Хаджи Кадыров отличался тем, что он очень тонко чувствовал настроение людей. Он действительно был частью чеченского народа. Ведь он никогда практически этот народ, республику не покидал. Он всю свою жизнь был с народом. И он чувствовал, чего хочет народ. Мира. Он понимал, что большая часть чеченского народа хочет быть в составе России. Пройдя через ичкеринский период развития, когда люди поняли, что попытки выйти из России — это анархия. Это полное отсутствие какого-либо чувства будущего у людей, когда впереди виделось только еще худшее. И вот он почувствовал, что люди хотят твердой уверенности в будущем. А для этого действительно надо было четко, по практике международных отношений, международного права, чтобы люди сказали свое «да» миру. И чувствуя это, он сперва созвал съезд чеченского народа, где подавляющая масса людей четко высказалась: да, мы хотим быть с Россией, да, мы хотим мира. С тех пор прошло 10 лет, и результат того исторического события теперь налицо. Взрослые люди помнят, что собой представляла Чечня 2003 года, и достаточно вот эту картину представить и выйти на улицу, настолько разительно виден этот контраст. У нас в сентябре была всероссийская конференция, посвященная десятилетию Дня Республики, это первое кадыровское чтение. Там было очень много гостей, около 40 из разных регионов России. Вот они каждый в своем выступлении
потрясенно говорили, да, еще 5-6 лет назад Грозный напоминал собой Сталинград 1943 года. И что мы видим сегодня? Что вот таких успехов в разрешении послевоенной ситуации еще мир не знал. Поэтому достаточно посмотреть на улицу и вспомнить, что было 10 лет назад. И все это наглядно видно. Действительно, лучше один раз увидеть, не надо никому ничего рассказывать. И доказывать, тем более доказывать. Вот доказательство, вот сегодняшняя Чечня. Этот референдум нам дал огромный импульс, толчок для развития. И мы сегодня живем, вот тот импульс, который мы получили, ту энергию, которую мы получили от 2003 года, от референдума, мы до сих пор вот на этом потенциале идем, я надеюсь, в светлое будущее. И мы к нему придем. Я думаю, каждый чеченец, который наблюдает сегодняшнюю мирную жизнь Чеченской Республики, должен помнить о тех, кто отдал свои жизни во имя того, чтобы мы действительно сегодня жили в стабильной и свободной Чечне. Прежде всего, Ахмад Хаджи Кадыров. И те молодые люди, которые около 1500, которые погибли, сражаясь за эту действительно светлые дни, в которых мы живем. Если не было бы этой борьбы, если бы эти люди не отдавали самое большое, что у них было в своей жизни, во имя приближения сегодняшнего дня, сегодняшней Чечни, сегодняшней светлой, нормальной жизни, конечно, этого не было бы. Сколько молодых людей погибло, сражаясь против террористов, приближая действительно сегодняшнее благополучие Чеченской Республики. Сколько духовных лиц, имамов и кадиев погибло, убеждая людей о справедливости того пути, которым вел Ахмад Хаджи Кадыров. Сколько государственных чиновников погибло. Но эти люди не отступили от своего пути и шли до последнего. И второе, я думаю, чтобы эти дни мы всегда чувствовали, чеченцы никогда не должна покидать благодарность этим людям. И, наконец, конечно, я по профессии сам историк. Мы вот сейчас пишем 4-томник по истории Чеченской Республики. В 4-м томе посвящен 20 веку. Вот это последние десятилетия, конечно, займет очень достойное место, где будет показана вот эта борьба с терроризмом, это возрождение Чеченской Республики, это уникальность чеченского опыта, потому что если мы возьмем сегодняшний Афганистан, 30 с лишним лет там идет гражданская война фактически, Ирак, Судан, Сомали и так далее, где вот действительно не нашлось своего лидера, подобного Ахмад Хаджи Кадыров, который сумел бы объединить народ, который сумел бы так грамотно выработать и провести жизнь политику национального примирения, вот там война продолжается, продолжают гибнуть люди. Да, Аллах там Бог и Аллах, да им цо един рхуш андьеское Ахмад Хаджи войнохчну валарна нохчин халк элха цо дакана и кюрдер цултяха и цо таборин был не таба. Рамзан Ахматович Хиларнад. Awega hudon чидиснерг, awega дон и конституция ларьяш. Законш Российской Федерации, законш дона ночи Республика Лардьяш. أدمي دعونا داخل إرسية خليت أعمد عش بولن بوشبون يأتيك بعد آيك بيشتوي. Смело выйдя на референдум 23 марта, жители Чеченской Республики заявили, что они голосуют за мир. Тогда это была лишь мечта, выстраданная каждым днем того многолетнего конфликта. И сегодня, 10 лет спустя, люди вновь и вновь убеждаются в верности выбора. Убеждаются в том, что 23 марта 2003 года они действительно проголосовали за мир. بصوا وضع تشيقنا دوشو دنيا شو دالا ويبرتع بويل دالا اتو بويل ورد